Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы разбираем урок номер 8. Это урок повторения. Кайталау. Занятие проводится по учебнику «Казах тілі», издательство Алматы Кітап. 4 класс, книга 1, раздел 1, страницы с 20 по 21. Задание 1. Внимательно рассмотрим иллюстрацию. Мы должны показать, что мы можем назвать правильное направление. Оңтүстік – юг, солтүстік – север, шығыс – восток, батыс, запад. Скажем, что деревья у нас на востоке. Хотя у нас, конечно, они и на западе присутствуют. Скажем, что река на западе, высокие горы на севере, а поляна, открытая местность, на юге. Тоғай шығыс жақта орналасқан. Өзен батыс аймақта. Солтүстікте биік таулар бар. Жазық дала оңтүстік аймақта. Задание 2. Нужно переписать слова, вставить вместо многоточий правильное окончание и поделить эти слова на 3 группы. Первая группа – слова, отвечающие на вопрос «кімде», «у кого». Вторая группа – слова, отвечающие на вопрос «неде», «в чем». И третья группа – слова, отвечающие на вопрос «қайда», «где». Ребята, сразу скажу, что слово «ағаш» – дерево. Если мы скажем «ағашта», это может быть и «қайда» на дереве, и «неде» в дереве, к примеру. Итак, первая группа слов. Кімде? Ағамда, у брата. Қызда, у девочки. Атамда, у дедушки. Вторая группа. Неде? Кітапта, в книге. Ағашта, в дереве. Третья группа слов. Қайда? Көшеде, на улице. Орманда, в лесу. Ауылда, в ауле. Жайляуда, на жайляу, на летнем пастбище. Ағашта, на дереве. Тауда, в горах. Өзенде, в реке. Көпірде, на мосту. Саябақта, в парке. Жолда, на дороге. Задание 3. Вы должны уметь рассказать, где находятся предметы или люди. Слова, которые для этого могут понадобиться. Керекті сөздер. Ішінде, внутри. Оң жағында, справа. Сол жағында, слева. Ортасында, в центре, посередине. Алдында, впереди. Ребята, вы должны прочитать текст и, исходя из понятого, нарисовать рисунки. Текст состоит из 2 частей. Давайте прочитаем и переведем их. Менің есімім Медет. Мен суретте ата-әжемнің ортасында тұрмын. Атам менің оң жағымда, ал әжем сол жағымда тұр. Меня зовут Медет. На рисунке я стою посередине, между дедушкой и бабушкой. Дедушка стоит справа от меня, а бабушка слева. Ребята, ваш рисунок может быть примерно таким, как изображено на экране. Менің есімім Фарида. Мен қазір сурет салып отырмын. Менің оң жағымда ағам отыр. Ол маған көмектеседі. Ал менің мысығым суретшілердің ортасында отыр. Меня зовут Фарида. Я сейчас рисую. Справа от меня сидит мой старший брат. Он мне помогает. А моя кошка сидит между художниками. Ребята, ваш рисунок может быть примерно таким, как изображено на экране. Ребята, выполняя задание номер 4, вы должны показать, как вы научились превращать слова в единственном числе в слова во множественном числе. В этом нам всегда помогала таблица со страницы 11. Рекомендую заново ее посмотреть. Давайте прочитаем слова, которые у нас получились. Обратите внимание, слева выделенный сиреневым цветом
Перевод на русский язык. Аймақ, аймақтар. Халық, халықтар. Өлке, өлкелер. Тау, таулар. Көрме, көрмелер. Көл, көлдер. Көше, көшелер. Түйе, түйелер. Аудан, аудандар. Ұлт, ұлттар. Ауыл, ауылдар. Дала, далалар. Тоғай, тоғайлар. Орын, орындар. Ағаш, ағаштар. Күн, күндер. Орталық, орталықтар. Тілші, тілшілер. Көпір, көпірлер. Қызғалдақ, қызғалдақтар. Өзен, өзендер. Ту, тулар. Кеме, кемелер. Пішін, пішіндер. Задание 5, которое покажет ваше знание значений слов. Для этого в имеющейся таблице вы должны найти как можно больше знакомых вам слов. Ребята, в таблице буквы, которые мы использовали, мы выделили цветом и жирным шрифтом. Какие слова я нашла? По горизонтали. Көл, озеро. Ак, белый. Тіл, язык. Тілші, корреспондент. Барыс, барс. Халық, народ. Орын, место. Кеме, корабль. Үй, дом. Үш, три. Ту, флаг. Әнұран, гимн. По вертикали. Ұлт, нация. Тау, гора. От, огонь. Би, танец. Ит, собака. Конечно, в таблице можно найти и другие слова, но вполне вероятно, что вы не знаете их еще по программе, поэтому оставим это на будущее. Урок закончен. Благодарю за внимание. До скорых встреч!